Канун Нового года – это время, когда нам всем любопытно заглянуть в будущее. Я сегодня пригласила в студию Шиване, якутскую цыганку Веру Ивановну Васильеву. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне бы хотелось узнать, когда вы поняли, что у вас есть какой-то другой дар, в отличие от других людей, испугало ли вас это? Нет, вы знаете, меня не испугало. Почему? Потому что я воспитывалась со своей прабабушкой. От нее я это все получила такой дар. И она меня вот как бы с детства, да, постепенно вот этому всему обучала. Нет, знаете, как сначала вот, например, вот от какой-то болезни, да, вот она меня обучала, говорила, что вот я ложилась, например, вечером спать, да, она мне говорила, вот это вот, прочитай вот такой заговор, доча, прочитай, вот это от того-то. А потом меня в часа 4 ночи в 3 поднимала, будила и говорила, ну-ка читай, что я тебе говорила, давай говори вот этот заговор, ну говори. Я, если где-то путалась, она мне говорит, вот это повторяла мне. Я на утро вставала, я уже знала наизусть. Угу. То есть вы с этим росли, и это вас не пугало, да? А когда к вам начали обращаться люди, и обычно с какими проблемами к вам приходят? Ну, стеснялась, наверное, там никто еще не знал, что я это могу, да. А соседка, у нее было давление, у врача она вообще была по специальности кардиолог. У нас жила в нашем доме двухэтажки. И она, вот сидели они там на лавочке, лето как раз была, жара такая. И она вот так, ой, закричала, на лавочке сидит. А мы на улице там с девочками играли, с соседями. Ну, естественно, я подбежала, говорю, что, тетя Алла, что с вами? Она, ой, Вера, мне плохо, у меня давление. Вот тогда я первый раз и применила. Знаете, я говорю, быстренько принесите бритвочку. Принесли, я ей вот, где пульс, да, вот так просто черканула, выпустила кровь, у нее восстановилось давление. Ну, в основном по болезням приходят к вам, обращаются? Да, знаете, по-разному. По разным делам обращаются. Бывает, и просто по глупости обращаются, что сами не могут понять, почему, например, они живут с тем мужчиной, которых бьет, например, ее, да, дети боятся. И вот меня просто это, знаете, удивляет. Я говорю, вы ко мне-то зачем пришли? Что вы ко мне-то пришли спрашивать? Ну вот, не знаю, вот как жить. Я говорю, как не знаете, как вы же, вам не 15 лет, как же вы не можете сообразить то, что он мало вас бьет. Правильно он делает, что вам бьет. Почему? Вот сколько много таких женщин было. Как почему? Вы мало что себя отдали на издевательство, еще и детей, вы говорите, дети там боятся, прячутся. Да? Вы еще и детей отдали на издевательство. Правильно он вас бьет. Вот такое бывает. А вот, знаете, как-то злость меня берет, думают, какая дура, что живет, зачем? Ну зачем? А? Издевается над ней, над детьми. Зачем это надо? Ну что ее такое, такая великая... Мы вот пришли к такому вот как раз-таки мнению, вернее, вопросу. Вот человек сам ли себе кузнец счастья, либо все-таки есть судьба? Может быть, она действительно, вот судьбой ей уготована быть с этим мужчиной? Вы знаете, судьба – это не то, что вот с мужчиной ей уготована с этим жить. Да нет. Судьба, знаете, что это такое? Это сама жизнь. Вот если в человеке именно жизнь и смерть, вот это судьба, да. Именно в этом дело, а не в том, какая у него жизнь там будет. Вот суждено ей с этим мужчиной прожить всю жизнь или там выйти 30 раз замуж. Нет, дело не в этом. Все-таки человек сам кует свое счастье? Конечно. Вот она, как ум ее сообразит, пойти за него замуж. Правильно она это делает поступок или неправильно. Вот она же сама думает об этом. А тут дело не в судьбе. А судьба – это жизнь. Вот ему начерчено столько-то прожить умеет, там, нечаянно или от какой-то болезни. Вот это, да, вот это судьба именно в этом. Давайте вот по городу нашему Якутску, что его ожидает в 2016 году? Вы знаете, ничего страшного не ожидает. Вот это корреспондент у меня тоже приходил, интервью брал, я рассказывала, что лес будет гореть, летом, как обычно, будет жарко, будет гореть лес, но ничего, это все потушат, ничего страшного не будет. Вот.
Таким образом, в канун Нового года Шивани, гадалка, целительница, нам сказала, что год будет благополучный для города Якутска, и человек все-таки сам является кузнецом собственного счастья.